Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Правительство Абхазии выработало меры по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания и другие товары. Жителям республики, пострадавшим от стихийных бедствий, в 2021 году будет выплачена компенсация. 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В храмах Абхазии прошли праздничные богослужения. 13 школ Галского района приняли участие в мероприятии, посвященном истории Абхазии. Первое заседание сессии парламента 7-го созыва состоится 12 апреля. Указ о дате проведения первого заседания Народного собрания 7-го созыва подписал президент Аслан Бжания в соответствии со статьей 41 Конституции Республики. Кабинет министров принял постановления, направленные на недопущение необоснованного роста цен на рынке продовольственных и других видов товаров. Меры государственной поддержки выработаны в связи с меняющейся экономической обстановкой. О каких мерах идет речь в репортаже Эсмы Гуланце. После введения санкций против России темпы инфляции, как известно, выросли, что не могло не сказаться и на Абхазии. На прилавках практически не осталось продуктов, которые не взлетели бы в цене. На этом фоне многие поставщики и продавцы резко повысили стоимость товаров, даже в тех случаях, когда их цена не зависела от курса доллара. Правительство Абхазии выработало меры государственной поддержки, направленные на регулирование цен на основные виды продовольственных товаров. В соответствии с законом о государственном регулировании цен правительством принято решение о регулировании цен на некоторые виды продовольственной группы товаров. В эту группу товаров вошли масло растительное подсолнечное, масло сливочное, молоко, яйца птиц в скорлупе, сахар, соль поваренная пищевая, рис шлифованный, крупа гречневая, кукурузная мука, кукурузная крупа, фасоль зерновая и вермишель. Данное постановление Кабинета министров направлено на стабилизацию ситуации на рынке продовольственных товаров и недопущение необоснованного роста цен. Контроль за его исполнением возложен на Министерство экономики и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики. Метод регулирования, используемый в рамках данного постановления правительства, это определение предельного значения наценки как в оптовой, так и в розничной сети. Предельный уровень наценки при оптовой реализации установлен в размере 10% от таможенной стоимости, в розничной сети в размере 12% от оптовых цен. Кабинет министров принял еще одно постановление, освобождающее от налогообложения ряд непродовольственных товаров, ввозимых в Абхазию. Постановление будет направлено на утверждение в парламент. Следующее решение правительства предусматривает освобождение или применение нулевой ставки таможенной пошлины на указанные виды товаров. Соответственно, также дополняется товарными позициями, относящимися к группе фармацевтические, и лекарственные препараты и удобрения и химикаты, применяемые в сельском хозяйстве. Также Кабинет министров в рамках своей компетенции принял решение о дополнении перечня сырья и материалов, ввоза в республику которых освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответственно, данный перечень дополнен товарными позициями удобрения и ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, а также детское питание. Третье постановление Кабинета министров касается временных мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Эсма Гуланзе, Давид Авицба, Абхазское телевидение. Кабмином определены сроки и предельный объем оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий в июле-августе 2021 года. Ущерб, нанесенный стихией, в прошлом году был оценен комиссией по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабмине и составил 284 миллиона рублей, из которых на 109 миллионов рублей нанесен ущерб домовладениям граждан. В рамках реализации решений президента Аслана Бжания правительство разработало механизм, который предусматривает поэтапную выплату материальной помощи за счет средств республиканского бюджета. Общее количество получателей материальной поддержки по всей стране составляет 664 человека, а сумма выплат на первом этапе – 57 миллионов рублей. Мы, применяя
такие механизмы и финансовые инструменты, как мобилизацию доходов в бюджет, как проведение стабилизационных расходов, приоритизацию их, мы смогли накопить средства в республиканском бюджете для начала выплат материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Прежде всего, выплаты будут осуществляться гражданам, чьи домовладения пострадали. Общее количество таких граждан на территории республики составляет 664 гражданина, то есть 664 получателя. Общий объем средств на эти цели потребуется 105 миллионов рублей. Этапность в том числе заключается и в объеме средств, направляемых этим гражданам. Предложено на первом этапе выплачивать материальную помощь в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей. И на втором этапе обеспечить полное погашение. Что такое 100 тысяч? К примеру, если комиссией установлен объем выплат в 95 тысяч, то этот получатель получит 95 тысяч. Если комиссией установлен размер ущерба в 120 тысяч и более, там 110, неважно, более 100 тысяч рублей, то получатель получит 100 тысяч рублей. И на втором этапе, естественно, всю оставшуюся сумму. Предлагается в срок до 1 мая 2022 года обеспечить выплату до 100 тысяч рублей и до 1 июля всю оставшуюся сумму. Все получатели должны открыть счета в кредитных организациях для получения этих средств. Средства будут распределены по всем районам, где был нанесен, где проживают эти граждане и на территории которых нанесен ущерб. Президент Аслан Бжани выразил соболезнования семье известного российского политика, депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его кончиной. Владимир Вольфович был одним из ярчайших политиков Российской Федерации, который внес неоценимый вклад в развитие и укрепление парламентаризма в стране, говорится в соболезновании главы государства. Аслан Бжани передал слова поддержки и сочувствия родным и близким Владимира Вольфовича и его друзьям и коллегам. К ситуации на Украине. Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатых ракет «Калибр» по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России. Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены 4 базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевым и в Донбассе. Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров отметил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым. Но в новом варианте договора этот пункт отсутствует. Взамен размытые формулировки. По словам Лаврова, Россия продолжит переговоры с Украиной, настаивая на своем проекте договора. Противостояние фальсификации истории Великой Отечественной войны и манипуляции в современных медиа. Под таким названием в культурно-деловом центре Дома Москвы прошел круглый стол. В мероприятии, организованном фондом «Платформа», приняли участие общественные деятели, политологи, представители Россотрудничества в Абхазии. Сегодня потоки информации достигли больших объемов, а потоки фейковой информации вдвое больше. Отличить правду от лжи порой невозможно. И главной проблемой является то, что фейк живет не более 2 дней. Но его фиксирует в своем сознании огромная часть людей. Опровержение во много раз меньше. Россотрудничество в последний месяц ведет на своих информационных ресурсах активную работу по противодействию той информации, которую закидывают постоянно, скажем так, наши партнеры западные. Сегодня весь мир говорит о том, что Россия что-то не так делает. При этом все активно закрывают глаза на те зверства, которые творил западный мир. Мы все прекрасно помним события в Югославии, Ираке, Иране, Ливии, Сирии и так далее. Миллионы убитых людей, арестованных,
сожженных заживо. И когда украинские нацисты, скажем так, в той же Буче подкидывают людей, выдавая это за якобы российский след, мир тут же хватает этот фейк. Западные страны, ну, на мой взгляд, ведут, может быть, чуть активней. Нам в этом отношении следовало бы взять пример. Об этом вот недавно приезжала Маргарита Симонян, и после поездки она в одном из своих интервью, которое я читал, отметила, что мы немножко эти позиции сдаем в части информационной политики. Задача фейка – закинуть зерно идеологической пропаганды, направленное на разрушение, фальсификацию истории. Ни для кого не секрет, что слово – это оружие, которое в данном случае должно работать на опережение, выкладывая интеллектуальные и административные ресурсы в идеологическую работу, в образование и безопасность. Равная ответственность, так называемая, Третьего рейха и Советского Союза, как отмечено в резолюции, в частности, Европарламента от 19 сентября 2019 года, то есть наших ветеранов поставили фактически на одну доску с нацистскими преступниками. Мы понимаем, что это оценочное суждение, которое, по большому счету, не имеет ничего общего с исторической правдой, но, тем не менее, этот факт имеет место быть. Конечно же, в Европе сейчас Советский Союз воспринимает, к сожалению, как одного из агрессоров, который, собственно говоря, своими действиями спровоцировал Вторую мировую войну. Ну, что сделать надо для того, чтобы этой лжи, в общем-то, достойно и дать ответ? Мы прекрасно понимаем, что надо вести работу, прежде всего, с молодым поколением. Нам-то понятно, но в уши наших младших, так, детей, школьников, студентов продолжает литься тонны лжи. Еибашьуаз анкьа, еибашьрыду, абри иахьа иара иахоу ацәа ԥсахны дышакала аҟаҵара ишырҭаху амраҭашәарахь абри ҳақәыӡбон, иахьа абри ҳалацәажәон, ҳҿар изызҳауа, абри ирдыруа, пату ақәырҵо, рабдуцәа ззеибашьуаз, ҳҳәынҭқарра ду иҳамаз, асовет мчра иҳамаз, абри зхақәызҵазгьы маҷӡам Аԥсынрантәи ицаз, ҳара ҳабацәа рашьцәа, ҳанышьцәа иҭахаз рацәоуп аибашьран. Ҳәарас иаҭахузеи абри аҿар ишьҭырхроуп, иахьа пату ақәырҵароуп, избанзар ари ҳара ҳҭаарых иатәуп, иахьа даара аус утәуп, абри ҳуажәлар иҵегьы еилыркаауа иныҟәырго, пату ақәырҵо, абри акәын иахьа ҳазлацәажәоз. Абри азҵаара аӡбараҿы ҳәарас иаҭахузеи иара ҳҳәынҭқарра леишәагь ыҟазароуп, уи адагьы иахьа школқәа рҿы аус утәуп, иахьа аус утәуп қыҭала, ҳаблала, аиҳарак аус ахьаауша аҿарроуп, аҿарроуп абри аганахьала ихьысҳәо, ацхраара зҭаху, ҳхшыҩ зышьҭра иалазароуп, Урыстәыла имҩаԥнаго иахьа специалтә артә аус, абри ҳшадгыло, абри ҳара ҳшахьчо, избанзар иҟалоит иахьа уаҵәтәи ҳамш, уаҵәтәи ҳаԥсҭазаара аразҟы убраҵәҟьа аурыс асолдат иӡбозар иахьа, уи даара иазхәыцт. Во время Великой Отечественной войны слова «фейк» в русском языке еще не было, но сами фейковые новости были уже тогда. Участники круглого стола сошлись во мнении, что подобного рода встречи нужно проводить регулярно. Также было отмечено, что необходимо создать группу, которая будет вести работу по противодействию распространению фейковой информации. Адица Сагария, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. С 1 по 5 апреля делегация Минздрава Абхазии во главе с министром здравоохранения Эдуардом Будба находилась с рабочим визитом в Южной Осетии и Чеченской Республике. В рамках поездки состоялись встречи с осетинскими и чеченскими коллегами, где обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом. Об итогах поездки и достигнутых договоренностях рассказал на брифинге Эдуард Будба. Репортаж Гугут Савардания. Обсудить ряд важных вопросов сотрудничества в области здравоохранения, встретиться с коллегами, обменяться опытом и принять участие в международной конференции. Главные цели рабочей поездки делегации Минздрава Абхазии в братские республики. Схинвал делегация из Абхазии прибыла по приглашению министра здравоохранения Южной Осетии Сослана Ананиева. Нас шикарно встретил наш братский южно-осетинский народ. Меня пригласили в качестве почетного гостя
от Республики Абхазия с такой миссией открыть международную конференцию по хирургии кисти, которая вот проходила в Республике Южная Осетия в городе Цхинвал. Коллеги из Абхазии и Южной Осетии обсудили вопросы здравоохранения, в том числе реабилитации и курортно-санаторного лечения. Малоинвазивные операции там, по хирургии кисти и так далее, вплоть до того, что прооперировали 8-месячного ребенка, который требовалось оперативное вмешательство. Это оперативное вмешательство было выполнено. Вот такие хорошие, добрые начала принесла вот эта вот и международная конференция тоже. В международной конференции по хирургии кисти принимали участие ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов России. С ними абхазские коллеги обменялись контактами, а также пригласили в Абхазию. Эдуард Будба отметил, что вопросы, касающиеся хирургии кисти, в нашей стране возникают часто. Наберем определенное количество пациентов, потом приглашу я этих специалистов, которые приедут и будут оперировать здесь. Постараемся соперировать наших и детей, и взрослых, которым требуется такого рода оперативное вмешательство. Это очень серьезные специалисты достойного высокого уровня. Они не просто по хирургии кисти. На конференции были специалисты, которые занимаются и пересадкой кожи, и пересадкой кожных лоскутов, и занимаются синтокилией, и разными хирургическими патологиями, вплоть до ожогов и так далее. У нас есть в республике пациенты. Если мы можем, не выезжая за пределы Республики Абхазия, здесь на месте прооперировать этих пациентов, которые нуждаются в этой непосредственной помощи, это будет, я думаю, очень хорошо для наших граждан. Эдуард Будба также встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались вопросы сотрудничества в области медицины. В завершении встречи Анатолий Бибилов наградил Эдуарда Будба орденом дружбы. В рамках поездки Эдуард Будба посетил медицинский центр города Цхинвал. Глава Минздрава Абхазии отметил, что центр оснащен современным оборудованием и в медучреждении работает квалифицированный персонал. Будба подчеркнул, что в инфекционном блоке всего 2 ковидных пациента и добавил, что все ограничения по ковиду в Южной Осетии сняты. Затем по приглашению вице-премьера Чечни Ильхана Сулейманова абхазская делегация посетила Чеченскую республику. Эдуард Будба встретился с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым и главой Минздрава Чеченской республики Идрисом Байсултановым. Коллеги говорили о сотрудничестве. Идрис Байсултанов отметил, что окажет поддержку для поступления абхазских абитуриентов в Чеченский государственный университет имени Кадырова по направлению медицина. Данный вопрос сейчас активно обсуждается. Эдуард Будба посетил и республиканскую клиническую больницу Грозного, а также сосудистый центр. У них есть единый пул, куда могут сбрасываться, допустим, исследования, и через 10 минут уже расшифровка КТ, МРТ и так далее в круглосуточном режиме. То тоже хорошее это направление, развивать его надо. Мы сейчас будем проговаривать, как мы можем туда поучаствовать, потому что когда мы проговорили вопросы и о консилиуме, о телемедицине, все это у них присутствует. Если какие-то есть сложные случаи, допустим, в Республике Абхазия, мы можем, обратиться к коллегам из Чеченской Республики, может, к консилиуму, может, к телеконференции, или выйти туда, если нам дадут доступ в пул, чтобы мы могли сбросить, допустим, те или иные исследования туда и уже совместно определить тактику. Это же хорошо. Всегда сложные случаи во врачебном сообществе принимались решением консилиума. Министр здравоохранения также посетил кислородную станцию в чеченской больнице. В одной станции 2 стоит аппарата, 2000-ника. Каждый выдает по 2000 литров кислорода в минуту. Они могут использовать его на максимум, могут регулировать уровень подачи в зависимости от того объема, который необходим пациентам. Дополнительно у них стоит резерв жидкого кислорода, 25 тонн бочка, одна и вторая 8 тонн. Такие у них есть возможности. Нам, конечно, надо к этому стремиться, но, может, не в таких объемах, но иметь собственную станцию тоже было, я думаю, хорошо. Эдуард Будба поблагодарил представителей Юго-Осетинской и Чеченской республик за приглашение и теплый прием и пригласил их в Абхазию. Гугут Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
7 апреля был представлен коллективу Даур Кови, назначенным указом президента на должность министра культуры. Представляя нового руководителя, вице-премьер-министра экономики Кристина Озган подчеркнула, что Даур Вадимович имеет большой опыт работы и на разных должностях проявлял себя с профессиональной точки зрения очень высоко и компетентно. Даур Кови поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и отметил, что вместе с коллективом будут достигнуты все поставленные цели. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения. В Республике Абхазия высоко ценят ваш личный вклад в укрепление отношений между нашими государствами. Убежден, что развитие абхазо-российского сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран, отмечается в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня пожелал Валентине Ивановне неиссякаемой энергии, счастья и успехов на ответственном государственном посту. Валентину Матвиенко с днем рождения поздравил и спикер Народного собрания Абхазии. Валерий Кварчев выразил уверенность, что сложившееся двустороннее сотрудничество между парламентом Абхазии и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации будет и далее укрепляться. Военнослужащие из Абхазии примут участие в международном конкурсе «Саянский марш-2022», сообщает Минобороны Абхазии. «Саянский марш» – единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь международных армейских соревнований. В состязаниях, которые стартуют 11 апреля, примут участие сборные команды России, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш протяженностью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач, в которые включены преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие. Военнослужащие вооруженных сил Абхазии второй год принимают участие в данном конкурсе. Соревнования «Саянский марш» проходят в рамках армейских международных игр 2022 на территории природного парка Ергаки в Красноярском крае. 7 апреля православные христиане отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Это евангельское событие, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию о будущем рождении Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы состоялось богослужение. Репортаж Алики Трапш. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных православных праздников. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя. Поэтому этот праздник особенный для христиан. По преданию, до 14 лет Пресвятая Дева Мария жила и воспитывалась в храме. Затем, по закону, она должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, вернуться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу – остаться навсегда девою. Тогда ее обручили дальнему родственнику, старцу Иосифу, славившимся своим благочестием. Живя в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя 4 месяца к Деве Марии явился архангел Гавриил, который возвестил ее, что она обрела величайшую благодать у Бога – быть матерью Сына Божия. Мария со смирением приняла эту весть. Таким образом, она, как учит Церковь, показала всем верующим пример покорности Господу. Образом и подобием всегда была Богородица, она была наша ходатайца для всего рода человеческого. Она молилась Христу, Богу нашему и Сыну, что пощади, помилуй их, тех, кто не знает, что творят. И дай Бог, чтобы вы научились верить, жить в благочестии и чистоте. Мир вам всем. В Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы на богослужение пришло немало верующих. Все поздравляют друг друга и желают мира, добра, терпимости. И всех православных с таким великим праздником Благовещения. Такой светлый. Сегодня нам природа подарила такой светлый день, такое голубое небо. Вся природа говорит и радуется этому празднику со всеми людьми православными. Поздравляю с праздником. Поздравляем с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Всему народу мира, любви,
друг к другу. Сохрани всех Господь, чтобы никогда не было войн, чтобы я украинка. Для меня Россия, Украина одно целое, и Абхазия. Я молюсь: Абхазия, Россия, Украина. Все мои любимые страны. Покаяться и возлюбить друг друга – это самое главное. Я желаю, чтобы все люди слушали ангела, прислушивались к Богу, и чтобы на земле был мир, покой. И всем здоровья. Поздравляю всех с праздником, желаю мира, добра, чтобы мир был во всем мире. Праздничное богослужение завершилось крестным ходом. В день Благовещения Пресвятой Богородицы верующим разрешается есть рыбу. Это первое прославление за время Великого Поста. Алика Трапш, Роберт Ломья, Абхазское телевидение. По следам прошлого, так называется мероприятие, посвященное истории Абхазии, которое прошло в городе Гал. В нем приняли участие 13 школ Галского района. Учащиеся подготовили исторические сценки и презентации и подарили прекрасное настроение не только жителям города, но и гостям. Мероприятие посетил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Репортаж Сарии Кварасхеля. Гордая история Абхазии от древних времен Абхазского царства до завоевания турками Черноморского побережья, времен советской власти и грузино-абхазской войны. Начало истории Абхазии спрятано за туманом тысячелетий. Первое представление – абхазская легенда о том, как Бог раздавал земли народам. Как Всевышний отдал абхазам кусочек земли, который припрятал для себя. Ведь эта земля и вправду была и есть очень живописной и красивой. С тех пор Господь, согласно легенде, и живет на небе, а Абхаз в его земном пристанище. Музыка, декорации, костюмы сыграли немаловажную роль. Учащимся Галского района в сжатой форме удалось рассказать и показать самые значимые исторические моменты Абхазии, охватывая быт, традиции, культуру и, конечно же, Апсора. Одни представили сценку о становлении Абхазского царства, другие – о возникновении озера Рица, о нардском эпосе и народных сказаниях. А самое трагическое событие в истории Абхазии – махаджирство – не оставило равнодушным никого. Детей продаю, вам не нужны. Как ты можешь продавать своих детей? Побойся Бога! Кто до старости доживет за Урфай? Лучше их купят и покормят, чем умрут они от голода на моих глазах. Мариам Гуло учится в 10 классе 2-й Галской средней школы. По словам девушки, она и ее сверстники постарались передать трагизм истории махаджирства, насильственное переселение народов Кавказа в Турцию и другие страны Ближнего Востока. Эту тему выбрали, потому что это очень такая трагическая тема, которая, наверное, заденет всех. И мы думаем, что выступим так, чтобы у всех были аж мурашки, чтобы мы всех задели, чтобы слезы пошли у всех. Это был такой период, очень трудный период для всех жителей Абхазии, когда их изгнали в Турцию. И я та мать, которая буду продавать детей из-за того, чтобы они не умерли у меня из-за голода. Такого рода встречи проходят в районе впервые. Провести мероприятие с символичным названием «По следам прошлого» решил отдел образования Галского района. В истории Абхазии было огромное количество различных исторических фигур, общественно-политических деятелей. Они принимали активное участие в развитии государственности. Наши учащиеся блестяще справились с этим заданием. В мероприятии также принял участие фольклорный ансамбль города Гал. Песни и танцы встретили бурными аплодисментами. По следам прошлого посетил и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Отмечая важность таких событий, он поделился своими впечатлениями. Мероприятие удалось. Организация была на очень высоком уровне. Благодарю руководство Галского района, Константина Эдуардовича, Екатерину Валерьевну за очень такой ответственный подход в разработке такого мероприятия, спектаклей, танцев, песен. Это все пропагандирует нашу культуру, наши традиции, язык. Мы будем приезжать снова на такие мероприятия, особенно которые посвящены нашей великой истории. Участники мероприятия подарили прекрасное творческое настроение не только жителям города Гал, но и гостям района. Сария Кварасхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
10 апреля состоятся выборы президента Южной Осетии. Граждане Республики Южная Осетия, имеющие действительные паспорта гражданина Южной Осетии, могут проголосовать на избирательном участке номер 4 в здании Республиканской библиотеки имени Ивана Папаскир с 8 часов утра до 20 часов вечера. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 8 апреля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза, туман. Температура воздуха ночью 6-11, днем 10-15 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.